информационно-коммуникационные технологии, которые были в основе информационной экономики. Вот эпоха информационной экономики закончилась в 2018 году, и теперь мы переходим в цифровую эпоху. Но информационные технологии, которые лежали в основе экономики знаний 80-х по 20-й год, они лежат сейчас, составляют основу, инфраструктуру для цифровой экономики. Поэтому развивающиеся страны сегодня должны у себя как раз в первую очередь, потому что информационные технологии доступны сегодня всем, включая даже мобильные технологии мобильной связи 5G, которые созданы, как мы знаем, в Китае. Это самая передовая технология, развивающиеся страны должны их у себя создавать, потому что это фундамент для формирования будущей цифровой экономики. Профессор Хироока нарисовал, что эта инфраструктура будет работать до 30-го года, а потом надо заменять. Ну, так же, как дороги время от времени мы капитально меняем, также и инфраструктуру здесь после 30-х годов придет совершенно новая технология. Началось формирование подлинно цифровой экономики вот только в 7-8 странах мира. Но я еще раз подчеркиваю, если предыдущие технологические революции в основном все были представлены западные страны, то посмотрите, сегодня уже здесь находятся в числе лидеров Китай, Япония, Индия, то есть ряд восточных стран. Это, конечно, очень отрадно. И надо сказать, что сегодня Китай является одним из подлинных лидеров в развитии цифровых технологий. Ну вот, в частности, в области разработки искусственного интеллекта китайские ученые сегодня впереди планеты, и Китай сегодня опережает Соединенные Штаты Америки, ну и, естественно, все остальные страны. Поэтому сегодня вот такой конфликт между США и Китаем. США беспокоятся, что они потеряют технологическое лидерство. Это же главное, на чем базируется мощь Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот сейчас происходят конфликты вокруг Тайваня, в Южно-Китайском море и так далее. Но законы эволюции неумолимы. Сегодня по законам эволюции политической, геополитической идет восхождение восточных цивилизаций. Китай уже остановить невозможно. Вот как показывают наши компьютерные прогнозы, моделирование, к 50-му году Китай станет бесспорным единоличным лидером на нашей планете. Через 10 лет Китай станет технологическим лидером, через 5 лет первой экономикой мира. Поэтому для нас крайне важно, что вот наш ближайший сосед сегодня так динамично развивается, возрождает к тому же великий шелковый путь. Китай хочет, чтобы все евразийские страны вместе построили новый шелковый путь для 21 века, по которому бы шли новые инновационные товары, продукты. Ведь в древние времена все инновационные товары шли из Китая. Это был шелк, это был фарфор, бумага, порох и многое-многое другое. И сегодня вот, уже большинство товаров идет оттуда. Поэтому это замечательный случай, наш великий сосед. И надо, конечно, всем странам Центральной Азии стремиться вписаться в этот новый шелковый путь, который строит Китай в 21 веке. Потому что все вы прекрасно знаете, люди не выбирают соседа и родителей. Они даны Богу. Поэтому раз Бог послал нам такого соседа, который станет лидером 21 века, то нам надо встраиваться в этот новый шелковый путь.
Теперь источники. Я уже в основном об этом сказал. NBIC-технологии, цифровые технологии. Но самое главное, хочу отметить, что если мы жили в условиях экономики предложения до сих пор, потому что было налажено массовое производство, производят миллионы костюмов, потом мы приходим, покупаем, то теперь мы переходим к экономике спроса. То есть производиться будет только то, что вы заказали. Через 5-10 лет, когда уже цифровая экономика уже заработает полную мощность. А пока цифровая экономика занимает очень мало места. То есть этот переход от экономики предложения к экономике спроса, он, конечно, будет нелегкий, даже для человека в психологическом отношении. Видите, легче выбрать из массового продукта один для себя по своим предпочтениям, чем, допустим, прийти и заказать. Нужна вообще-то большая фантазия для многих, чтобы заказать нужный, качественный, самый полезный товар. Но это все преодолимо. Еще раз хочу отметить, особенность NBIC-технологий – это конвергентность. Как раз они работают, когда в взаимопроникновении, во взаимодействии. Если этого нет, результат получается не очень качественный. И мы сделали прогноз для американской экономики, как она будет развиваться. Поскольку, видите, в Америке тоже много проблем, кризисы тоже. Последний кризис мировой начался именно с экономики Соединенных Штатов Америки, но страна является пока технологическим лидером. Сейчас идет борьба Китая и Соединенных Штатов Америки за технологическое лидерство. В ряде областей Китай уже обгоняет. Искусственный интеллект, технология мобильной связи 5G, такого в Америке даже нет. Вы видите, что красная линия слева, справа, внизу красная линия, она показывает, что сегодня уровень такой достаточно низкий, а в ближайшие десятилетия на 1-2 процентных пункта технологический прогресс быстрее пойдет. То есть Америка тоже будет развиваться хорошими темпами в 30-40-е годы, поэтому предстоит, в общем, очень захватывающая борьба двух великих держав за лидерство в экономическом, технологическом плане между США и Китаем. То есть США легко сдавать позиции не будет, Китаю придется очень приложить усилия. Но они хорошо идут. Сегодня, например, в космических исследованиях Китай опережает уже и США, и Россию, две великие космические державы, которые были до сегодняшнего дня лидерами. Цифровые технологии имеют тот недостаток, который заключается в том, что они будут активно забирать рабочие места у людей. То есть рабочие места для людей будут сокращаться. А ведь численность населения мира растет, будет больше появляться трудоспособной молодежи, а рабочие места будут сокращаться, потому что цифровые технологии привели к созданию интеллектуальных машин, роботов, компьютеров с элементами искусственного интеллекта. Пока еще не полный искусственный интеллект, до этого далеко. Эксперты прогнозируют, что искусственный интеллект, равный и превосходящий человека, появится где-то в 40-е годы, в середине, 45-й, где-то года считают. А пока интеллектуальные машины появились, они в отдельных областях уже превосходят человека. Они обыгрывают чемпионов мира по шахматам. Думали, что есть такая корейская игра Го, она еще труднее. Но компьютеры обыграли чемпионов игры в Го. И
все больше появляется областей, в котором они начинают превосходить. Так вот, они активно будут забирать рабочие места у среднего класса, то есть среднюю квалификацию. Видите, люди высокой квалификации, они будут продолжать работать, их интеллектуальные машины не смогут заменить, а вот людей средней квалификации будут машины заменять очень активно. А ведь человек, в общем, создан для труда, именно через труд мы создаем свое благополучие, карьеру, все зависит от труда, мы зарабатываем, лучше трудишься, больше зарабатываешь, качественнее живешь, даешь лучшее воспитание, образование детям, будущее как-то. А вот теперь компьютеры начнут отбирать. В Китае иногда полагают, у них интернет-торговля, потом в сфере услуг, сейчас все цифровизировано. Поэтому они считают, что примерно 30-40% экономики Китая является цифровой. Ничего подобного. Если брать подлинную цифровую экономику с индустрией цифровой, вот то, что называется индустрия 4.0, то вот она, как видите, в 2016 году максимум 10%. И то Великобритания приписала себе, когда уточнили, вот в 2018 году оказалось 7% всего, 9%. То есть только начинает формироваться, поэтому нам следует тоже активизировать работу, чтобы не отстать от остального мира.